Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. РЖД планирует открыть представительство в Туркменистане. Белавия начала полеты в Туркменбаши по летнему расписанию и другие новости. Железнодорожные компании Туркменистана и России планируют открыть взаимные представительства. Это отражено в программе развития сотрудничества на 2023-2025 годы, которую в сентябре прошлого года подписали руководители Туркмендамир Йолары и РЖД. На сегодняшний день мероприятия в рамках этой программы осуществляются строго в срок, сообщили в пресс-службе российских железных дорог. Авиакомпания «Белавия» перешла на летнее расписание полетов, которое продлится до 28 октября 2023 года. В настоящее время полеты в аэропорт Туркменбаши из Минска выполняются один раз в неделю по вторникам. Полет на бразильских самолетах Embraer И-195 длится чуть более 4 часов. Регулярные рейсы в Туркменистан «Белавия» возобновила с октября 2022 года. Иностранные студенты Китайского медицинского университета Вэнчжоу приняли участие в 16-й серии мероприятий «Путешествие мечты» в Джэцзян. Туркменистан представила студентка университета Шагуль Бакыева. В рамках форума были проведены разнообразные конкурсы и выставки. Это мероприятие позиционируется как культурный карнавал, способствующий взаимообогащению культур, общению и ознакомлению иностранных студентов с социально-экономическими и творческими достижениями восточной провинции Китая. С начала 2023 года Туркменистан поставил более 17 тысяч тонн свежих томатов в Москву и Московскую область. Как сообщает официальный сайт Россельхознадзора, вся продукция прошла тесты на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации. В настоящее время Туркменистан является ключевым поставщиком томатов в Россию, и с каждым годом туркменские предприятия наращивают экспорт в этом направлении. Новый чрезвычайный и полномочный посол Израиля Исмаил Халди приступил к работе в Туркменистане, вручив президенту Сердару Бердымухамедову верительные грамоты. Глава государства поздравил Исмаила Халди с назначением на ответственный пост и пожелал больших успехов в работе. Дипломатические отношения между Туркменистаном и государством Израиль были установлены 8 октября 1993 года. С 2035 года в Европе будет запрещена продажа новых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. Делается это в рамках программы по сокращению выброса углеводов в атмосферу на 55% к 2034 году и постепенному переходу на электротранспорт. Предполагается, что после 2035 года, после постепенного ухода транспорта с двигателями внутреннего сгорания, водородные автомобили в странах Евросоюза будут продаваться наряду с электромобилями. 61-летний офисный работник из Осаки был любителем курить прямо на рабочем месте, за что был оштрафован на $14 700. За более чем 14 лет работы японец уходил на перекур с рабочего места в общей сложности 4512 раз, потратив на эту пагубную привычку 355 часов 19 минут. Начальство неоднократно предупреждало курильщика о недопустимости такого поведения и даже на полгода сократило ему зарплату на 10%. В Осаке существует полный запрет для государственных служащих на курение на рабочем месте с 2019 года. Давид Мелкумов не перестает удивлять. Новый рекорд силач из Туркменистана установил, протащив на расстояние 8 метров 38-тонный подъемный кран. 8-метровый отрезок Мелкумов преодолел за 45 секунд. На этот раз подопытным снарядом для силача стал гидравлический подъемный кран марки Тадано. Упражнение выполнялось в положении сидя, руками за канат. Такая техника признается наиболее сложной для упражнений на буксировку крупногабаритной техники. Как отметил сам спортсмен, в первую очередь он очень рад, что в очередной раз смог справиться с поставленной перед собой целью и доволен показанным результатом. Все средства, собранные Мелкумовым от спонсором, он направит на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Ашхабадская команда «Алтын-Тач» стала победителем Кубка Туркменистана по футзалу среди женщин. В финальном матче «Алтын-Тач» со счетом 4-2 победил Марийский «Олимп». Бронзовым призером турнира стала команда «Ахал», которая в матче за третье место обыграла «Балкан». Лучшим игроком турнира стала Ляле Хаипова из «Олимпа». Юношеская сборная Туркменистана по тяжелой атлетике завоевала 3-ю медаль на первенстве мира в Албании. В весовой категории до 59 килограммов на проходящем в албанском Дуросе юношеском первенстве мира представительница Туркменистана Медина Аманова в рывке подняла 90 килограммов, а в толчке 109. Она стала золотым призером первенства мира с результатом 199 килограммов. Сборная Узбекистана по футболу провела товарищеский матч против команды Венесуэлы. Встреча состоялась в Джидде и завершилась в ничью 1-1. Счет в матче на 6-й минуте открыл защитник южноамериканцев Александр Гонсалес.
На 73-й минуте вышедший на замену Джасур Яхшибоев заработал пенальти и сравнял счет в игре. Ранее сборная Узбекистана в Саудовской Аравии с минимальным счетом обыграла команду Боливии 1-0. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Турпен-портал ваш самый надежный источник новостей.